В эфире общественного телевидения программа «Законы и общество». И я ее ведущая Айсулу Сартбаева. Здравствуйте. И сегодняшние гости нашей студии – начальник управления нотариата и адвокатуры Министерства юстиции, заслуженный юрист Кыргызской республики Сейдалиева Марипа Эрмековна. Здравствуйте. Бахаудинов Мухтархан Мамедханович, член Национального совета по гарантированной государством юридической помощи при президенте Кыргызской республики. Адвокат. Здравствуйте. На основании меморандума, подписанного между Министерством юстиции Кыргызской республики и общественной телерадиокомпанией, выходит в эфир наша программа «Законы и общество». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, Марипа Эрмековна. В соответствии с законом, основным законом нашей жизни, Конституции Кыргызской республики, предусмотрены права, законные интересы, а также защита прав и интересов. И в настоящее время правовая неграмотность нашего населения играет очень такую иногда негативную роль в обществе нашего государства. И в связи с этим Министерством юстиции, поскольку является одной из функций Министерства юстиции является соблюдение прав и законных интересов граждан, охрана прав и интересов граждан, Министерством юстиции совместно с общественной телерадиокомпанией заключен меморандум на именно проведение правовой пропаганды, разъяснение права. Сегодняшняя наша тема – гарантированная государством юридическая помощь. Марипа Эрмековна, расскажите, пожалуйста, подробнее, кому она может предоставляться и кто вправе получить эту помощь? Гарантированная государственная юридическая помощь – это, иначе говоря, бесплатная юридическая помощь, которую могут получить наши граждане. Вопрос о разработке закона о государственной гарантированной юридической помощи был поднят еще в 2004 году на основании концепции. То есть была создана рабочая группа, в которую мы входили, и концепция по гарантированной государственной юридической помощи предусматривала разработку этого закона, и закон был разработан, принят 17 июля 2009 года Джогорку Кеңешем Кыргызской республики и вступил в силу с января 2011 года. Но прежде чем, почему закон вступил в январе 2011 года только, это для того, чтобы мы провели пилотный проект по апробации механизма работы этого закона. И в настоящее время этот закон начал работать. В систему гарантированной государственной юридической помощи входят такие органы. Это Национальный совет по гарантированной государственной юридической помощи при президенте Кыргызской республики. Исполнительным органом Национального совета является Министерство юстиции Кыргызской республики, которое непосредственно координирует эту работу, разрабатывает различные нормативно-правовые акты, естественно, по согласованию и совместно с профессиональным объединением адвокатов. Это вот те органы, которые составляют систему гарантированной государственной юридической помощи. А сейчас обратим внимание на сюжет, который подготовили наши коллеги. Внимание на экран. Племянник Мурата был задержан оперативными сотрудниками по подозрению в краже сотового телефона и доставлен в Октябрьское РОВД. Племянник Мурата несовершеннолетний и к тому же сирота, у него нет ни отца, ни матери. Родственники были обеспокоены, так как не могли обеспечить ему защиту. По прибытию родственников в РОВД им сообщили о их правах на получение гарантированной государством юридической помощи, и ему могут предоставить адвоката для защиты. Им разъяснили, что все расходы будет брать государство, а подозреваемому не нужно платить. Родственники согласились. Да вот мой племянник тоже попал по сотовому телефону, он несовершеннолетний сам. Вот нам позвонил следователь, такого-то, такого-то, такой-то, такой-то попал нам. И мы пришли. И он нам предлагал государственного адвоката, госадвоката. И он сам позвонил через координатор, там, сразу она пришла, там, взяла все дела она себе. И начала там вести эти дела. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется задержанным, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, оправданным и осужденным по уголовным делам на стадии производства следствия в суде первой инстанции, в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Если у нас человек задержан, мы всегда им обеспечиваем защитника. Рядом с СУД Ленинского района есть гарантированная юридическая помощь. Непосредственно у нас с ними есть график дежурства, который они нам предоставили. И несмотря на день и ночь, нас обеспечивают защитниками. Гарантированная государственная юридическая помощь нам оказывает бесплатных адвокатов, защитников.
в основном на малоимущих, на тяжкие преступления. Следователь в день дежурства, координатор назначает дежурство, мы являемся в РОВД при задержании. Дальше мы разговариваем с подзащитным, предлагаем свою помощь. То есть в случае, если подзащитный нас соглашается, мы берем заявление на имя Министерства юстиции и дальше участвуем уже непосредственно. В свою очередь соединяемся с координатором, узнаем данные, решение, номер, ордер, номер, и дальше уже протекает следственные действия. Координатор, назначенный Министерством юстиции Кыргызской Республики, берет под свой контроль дела подозреваемых и запрашивает документы из других государственных учреждений и определяет, будет ли оказана в дальнейшем бесплатная защита подозреваемого. В обязательном порядке известить координатора. При получении, значит, этих сведений мною непосредственно регистрируется в журнале регистрации заявления, соответствующее заявление. Регистрируется это заявление. И сразу же выносится решение о назначении, значит, о назначении адвоката по оказанию этой защиты. Критерии предоставления гарантийной юридической помощи, значит, в случае, значит, если задержанный человек является малоимущим и так далее, в данном случае, значит, мы проверяем через соответствующие госорганы о его минимальном доходе, и в случае, значит, подтверждения того, что он действительно является малоимущим, мы в течение, значит, в течение 3 дней мы обязательно известить государственные органы, и в течение 10 дней они уже обязаны нам дать соответствующую информацию. При получении этой информации мы уже выносим, то есть координатор в данном случае, я выношу решение о предоставлении, либо об отказе предоставления этой гарантийной помощи. В этот период времени адвокат непосредственно уже осуществляет процессуальное действие, независимо от того, он является малоимущим или нет, и осуществляет, при принятии решения о предоставлении либо отказе уже происходит соответствующая стадия процессуальных действий адвоката. Если раньше подозреваемые в течение суток могли сидеть в РОВД без адвокатов, и в это время могло случиться разное, вплоть до противозаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, создавались благоприятные условия для привлечения к уголовной ответственности к преступлениям, которые ими не совершались, прибегая к физическим, психологическим и моральным давлениям. Но сейчас, по словам нашего героя Мурата, благодаря своевременной бесплатной юридической помощи и профессиональным адвокатам, его племянник оправдан, и следствие установило его непричастность к данному преступлению. И потом мы поехали в суд, короче. Из суда там адвокат там дело шло, короче, и отпустили его под подписки о невыезде. И все это время адвокат занимался с этими делами. Благодаря бесплатной государственной помощи мы смогли выйти из этой ситуации. Оправдали его и скажем только спасибо. Вот как мы видели из сюжета, гарантированная государством юридическая помощь может оказываться всем гражданам Кыргызской Республики. Можете рассказать об этом подробнее и расскажите, пожалуйста, о механизмах, о самих механизмах оказания этой помощи? Изначально я хотел бы сказать, что вот эта вот юридическая помощь за счет государства, она всегда была. Она была и в советские времена, и после развала Советского Союза тоже была. Она все время была, нормы, предусматривающие оказание юридической помощи за счет государства, все время были в нашем уголовно-процессуальном законодательстве. Но вот для чего был нужен этот закон о гарантированной государственной юридической помощи? Во-первых, для того, чтобы это стало механизмом, значит, предоставления юридической помощи, причем не просто юридической помощи, а гарантированной государственной юридической. То есть лицо, которое получает эту юридическую помощь, оно может рассчитывать на качественное и полное предоставление этой самой помощи. Значит, если, допустим, в советские времена при каждой юридической консультации, в районной юридической консультации организовывались дежурства адвокатов, и адвокаты, значит, во время дежурства, значит, участвовали при
осуществления защиты лиц, которые не могут оплачивать юридическую помощь, нанять адвокатов, то, значит, после того, как союз развалился, дежурные адвокаты стали просто-напросто работать в РОВД. То есть группа адвокатов, которые находятся в РОВД и участвуют во всех делах, по которым нужна была юридическая помощь именно лицам, которые нуждаются в этом и не могут оплатить. Сам процесс, вот с чего должен начинать гражданин, вот, который попал в беду, да, вот, и находится под следствием, либо вот его задержали, да, вот с момента задержания? Значит, в соответствии с законом, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в соответствии с законом о гарантированной государственной юридической помощи, в общем-то, ему адвоката ему должен предоставить именно следователь. Следователь звонит координатору или дежурному адвокату и, значит, вызывает его на место проведения следственных действий, именно с момента задержания. То есть не тогда, когда будет допрос, а именно на момент задержания уже должен быть адвокат. На момент составления протокола о задержании уже должен присутствовать адвокат. Это предусмотрено и уголовно-процессуальным законом, и законом о гарантированной государственной юридической помощи. То есть он может надеяться на помощь, будь это случилось ночью, в час ночи, в 2 часа ночи, либо днем, утром, да? Да, дежурство адвокатов круглосуточный, и в течение часа адвокат должен прибыть на место, где производится следственное действие. Внимание на экран, сейчас рубрика «Важно знать». Согласно статье 40 Конституции Кыргызской Республики, статье 40 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики о гарантированной государством юридической помощи, каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи на защитника при задержании с момента фактического доставления его в орган дознания. В соответствии со статьей 3 вышеуказанного закона, Кыргызская Республика гарантирует каждому гражданину при отсутствии у него средств для защиты прав и законных интересов квалифицированную юридическую помощь за счет средств государственного бюджета. При этом отмечаем, что в соответствии со статьей 5 вышеуказанного закона гарантированная государством юридическая помощь предоставляется задержанным, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, оправданным и осужденным по уголовным делам на стадии производства следствия в суде первой инстанции, в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Правом на получение гарантированной государством юридической помощи обладают граждане Кыргызской Республики, годовой доход которых не превышает установленного правительством Кыргызской Республики уровня минимального дохода, необходимого для получения юридической помощи в соответствии с настоящим законом. Согласно статье 24 Закона Кыргызской Республики о гарантированной государством юридической помощи определен следующий порядок предоставления гарантированной государством юридической помощи. Заявление на получение гарантированной государством юридической помощи подается в форме, установленной Министерством юстиции Кыргызской Республики. Назначение адвоката осуществляется координатором незамедлительно с момента получения заявления. Лицам, задержанным по подозрению в совершении преступления, адвокат обеспечивается с момента фактического доставления в орган дознания. Адвокат назначается или обеспечивается из территориального списка адвокатов по гарантированной государством юридической помощи. Мария Пармиковна, расскажите, пожалуйста, как устанавливается, да, тут говорится, что малоимущим, как это устанавливается, кто должен собирать эти документы, куда направлять, то есть весь механизм? Заявитель обращается через органы следствия, суда или же непосредственно сам к координатору. Координатор назначен у нас в каждом регионе, то есть в каждой области. Есть координаторы, которые являются должностным лицом Министерства юстиции. Это те люди, которые получают без учета, значит, годового дохода. Для того, чтобы работа координатора, соответственно, контролируется нами, Министерством юстиции и Национальным советом. Отбор адвокатов производится тоже Национальным советом. Значит, в работе системы государственной юридической помощи могут участвовать только те, значит, адвокаты, которые зачислены в реестр. Реестр ведется Министерством юстиции. Мария Пармиковна, а вот в течение какого времени рассматриваются его документы координатором?
допустим, 10 дней, 15 дней, да? И что происходит в это время с защитой? Как только гражданин задержан и доставлен в органы РОВД, адвокат тут же приглашается. Какова же связь? То есть в данном случае координатору, значит, когда поступает сигнал, то есть или заявление, координатор сразу по списку из дежурных адвокатов назначает адвоката, который направляется, значит, на место задержания. Затем, то есть гражданин получает помощь сразу же с момента задержания, независимо от того, имеется у него адвокат или не имеется. Адвокат, который является адвокатом по гарантированной государственной юридической помощи, он обязательно присутствует при задержании. Второй момент. Координатор, значит, в течение 3 дней должен направить запросы в социальные органы, в налоговую инспекцию, то есть определить, является ли этот гражданин малоимущим. То есть в течение 3 дней он должен направить, а те органы в течение 10 дней должны прислать ответ. То есть и в зависимости от этого уже координатором выносится решение. А сейчас на своих экранах вы увидите контакты координаторов, к которым вы можете обратиться за помощью. Управление юстиции Чуй-Бишкек. Город Бишкек, улица Уметалиева, 34. Координатор Калбеков Акджол Калбекович. Телефоны 0312 45 66 07, сотовый 0550 50 11 50. Управление юстиции города Ош и Ошской области. Координатор Таштанов Рахманберди Таштанович. Город Ош, улица Ленина, 312. Телефоны 032 22 2 07 80. Сотовый 0772 64 84 95. Управление юстиции Джалалабадской области. Эрматов Акбар Арипович. Город Джалалабад, улица Кыргызская республика, 129А. Телефоны 037 22 7 43 84. Сотовый 0772 28 73 72. Управление юстиции Баткенской области. Шералиев Хамид Аралович. Город Баткен, улица 8 марта, дом 34. Телефоны 036 22 5 00 62. Сотовый 0770 58 53 43. Управление юстиции Таласской области. Координатор Сольпиев Нуркалы Абалканович. Город Талас, улица Тагайбаева, 298. Телефоны 034 22 5 48 17, 0772 49 15 49. Управление юстиции Нарынской области. Координатор Тентимишева Назгуль Джолдашалиевна. Город Нарын, улица Мамбиталы Уулу Таранчи, 18. Рабочий 035 22 5 54 75, сотовый 0772 73 47 90. Управление юстиции Сыкульской области. Координатор Өмюров Эсен Өмюрович. Город Каракол, улица Абдрахманова, 105. Телефоны 039 22 5 23 27. Сотовый 0555 26 41 58. Мухтархан Мамедханович, вопрос к вам. Вот вы говорите, что и в советское время практиковалась, да, такая работа, государством была гарантирована юридическая помощь. И сейчас тоже такое есть, возобновилось, либо в чем разница, да? Почему, как было раньше, а как сейчас? Это действительно было всегда. И это есть было и до принятия закона о гарантированной государственной юридической помощи. Но еще раз повторюсь, что это не было механизма работы предоставления гарантированной государственной юридической помощи. То есть после принятия закона такой механизм был разработан, и сейчас он начинает работать. Значит, разница в чем? Допустим, если вот в советское время было дежурство адвокатов, дежурства были только до 6 часов вечера, то есть в рабочее время. После окончания рабочего времени уже дежурного адвоката нет, и в ночное время к задержанному не могли пригласить адвоката. То есть это оставалось на следующий день. Потом, после того, как
вот эти дежурства прекратились, опять-таки, я говорю, появились адвокаты, которые стали работать именно только на оказание бесплатной юридической помощи. И вот эта вот бесплатная юридическая помощь, она, собственно говоря, качественной юридической помощи не оказывалась. Значит, адвокаты брали пачками уголовные дела. Было очень много уголовных дел. То есть для того, чтобы отработать, заработать надо было побольше этих дел взять. И, соответственно, это отражалось на качестве работы адвоката. Сейчас, значит, с принятием этого закона, значит, только дежурный адвокат может участвовать в день, когда произведено задержание. Другие адвокаты не имеют права. Я здесь добавлю. Значит, здесь я хотела бы добавить о том, что необходимо отметить, что настоящий закон, закон о гарантированной государственной юридической помощи, который вот принят, он регулирует отношения только по уголовным делам. То есть здесь помощь предоставляется только подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, оправданным. Но вот вы спросили, в чем заключается разница. Разница была, конечно, в том, что в тот момент, когда оплата труда адвоката производилась из бюджета, и буквально это была совершенно минимальная заработная плата, то есть они получали после вычетов 103 сома за один рабочий день. И в данном случае у адвоката не было такой заинтересованности профессионально и качественно оказывать. То есть те адвокаты, которые работали уже и имеют большой практический опыт, они брали какие-то другие платные дела, а бесплатные дела, то есть адвокаты по назначению очень неохотно шли на это. И тогда мы не могли говорить о качестве оказываемой помощи. В настоящее же время предусмотрены тарифы по оплате труда адвокатов, которые мы разрабатывали совместно с профессиональным объединением адвокатов, и это постановление утверждено правительством. То есть там зависит от степени участия адвоката. На какой стадии он участвует, в соответствии с этим, значит, разработаны эти тарифы. То есть какая-то заинтересованность, какое-то стимулирование к труду появилось. И поэтому сейчас мы можем с адвокатов требовать и качества. Мухтархан Мамедханович, вот вопрос к вам. Если после того, как будут собраны все документы, выяснится, что бесплатная помощь не будет оказана этому гражданину, но он хотел бы, чтобы дальше это дело вел именно тот адвокат, который был предоставлен государством. Что делать в этом случае? Имеет ли право адвокат продолжать на платной основе это дело? В этом случае прекращается предоставление гарантированной государственной юридической помощи, и клиент уже может непосредственно с адвокатом на договорной основе продолжать с ним работу. То есть адвокат имеет право дальше работать за оплату, да? Да. А нет ли такого риска, что все адвокаты потом уйдут все-таки на частную сторону, а те, которые бесплатные, опять-таки останутся вот где-то между ними? Ну, в общем-то, риск такой, я думаю, есть. Риск такой есть, что адвокаты будут больше внимания уделять платным делам. Но вот, значит, государство пошло на то, чтобы разрешить адвокатам, которые работают по ГГЮП, работать и по платным делам. Поскольку в любом случае те средства, которые они будут получать работая по делам ГГЮП, не будет достаточным. И поэтому, значит, для того, чтобы получать большие доходы, то адвокатам предоставляется такая возможность работать по платным делам. Кроме того, я хочу сказать, что вот именно по системе ГГЮП адвокат будет получать оплату только за свой труд. А эти расходы на осуществление своей работы, конечно, в настоящий момент пока не планируется ему выплачивать. Это и транспортные расходы, это и канцелярские принадлежности, это и получение доступ к правовым базам, это и командировочные расходы. То есть все это включено в те средства, которые будут выплачивать адвокату за его работу при осуществлении ГГЮП. И поэтому, в общем-то, пошли на то, чтобы предоставить ему возможность, дать ему возможность зарабатывать уже на платных делах. Мухтархан Мамедханович, а вот с какими проблемами или трудностями вы сталкиваетесь вот во время защиты, во время подготовки документов? Основная проблема вот при осуществлении работы по системе ГГЮП заключается в том, что я считаю, что наши правоохранительные органы, следователи, судьи еще не совсем готовы к тому, чтобы работать вот по такой системе. Это
проект новый, и он только начинает свои пути, и поэтому, конечно, есть много препонов для того, чтобы работать. Следователи поняли то, что адвокаты, которые работают в системе ГГЮП, будут работать не так, как работали в прошлом адвокаты. С них будет спрос за их работу. Они будут находиться под контролем, они будут находиться под наблюдением по качеству работы. И поэтому адвокаты не будут идти на такие нарушения, которые, может быть, шли раньше адвокаты, когда подписывались протоколы задним числом, когда адвокат приходил не в день, когда его вызвали, а на другой день. Когда адвокат не мог приехать ночью. Ну, это, конечно, отражается на взаимоотношениях между следователями и адвокатами. Все-таки и у следователя, и у адвоката разные задачи. Если следователь хочет раскрыть преступление, адвокат хочет защитить своего клиента с использованием всех законных способов, методов. И если он работает профессионально, качественно, если он работает добросовестно, то, в общем-то, это, конечно, определенные неудобства предоставляет следственным органам для раскрытия преступления. Мария Пайрбековна, расскажите, пожалуйста, куда могут обратиться граждане, если они недовольны адвокатом и если они считают, что их работа выполнена недобросовестно? Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что когда мы проводили пилотный проект по гарантированной государственной юридической помощи и проводили социальный опрос, мы столкнулись с тем, что отдельные граждане даже не видели в глаза своих адвокатов. И поэтому сейчас вот я еще раз хочу поблагодарить общественной телерадиокомпании, что нам предоставили такую возможность и разъяснить именно права граждан по вопросам законодательства. Жалобы, заявления на действия адвокатов по гарантированной государственной юридической помощи, значит, рассматриваются и Министерством юстиции Кыргызской Республики, это непосредственно наше управление, существует квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности, и также жалобы могут вынесены и на заседание Национального совета по гарантированной государственной юридической помощи. Также предусмотрены дисциплинарные взыскания адвокатов, то есть адвокат может быть исключен из реестра или отстранен от оказания помощи. На этом очередной выпуск программы завершен. Спасибо большое нашим гостям. И сегодня в гостях были начальник управления нотариата и адвокатуры Министерства юстиции, заслуженный юрист Кыргызской Республики Сейдалиева Мария Пайрмековна, член Национального совета по гарантированной государством юридической помощи при президенте Кыргызской Республики, адвокат Бахаудинов Мухтархан Мамедханович. Спасибо вам большое за то, что пришли и разъяснили гражданам их права. И в наших следующих передачах вы можете узнать о том, как и где можно получить гарантированную государством юридическую помощь. А также вы можете обратиться к нам по адресу Молодая гвардия 59 и узнать подробную информацию с сайта Министерства юстиции Кыргызской Республики. До новых встреч!